Сказка «Нео. Страна садов». В городе будущего под названием «Нео. Страна садов», где машины летали по небу, а роботы сажали деревья, жили 3 необычных героя: Морковь 3000, Лук-хан и Перец Икс. Морковь 3000 был сияющим оранжевым роботом с золотыми колесами, который мчался со скоростью света. Он всегда говорил: «Я самый быстрый овощ в мире. С моими супервитаминами каждый станет сильнее». Лук-хан был великим ученым лаборатории. На его голове красовалась серебряная шляпа, и каждый раз, когда он глубоко задумывался, из его глаз появлялись энергетические слезы. Разум важнее скорости. Я могу заставить плакать даже компьютеры. А Перец Икс был огненным героем. Он носил ярко-красный костюм, а из его рта вырывались языки пламени. Если я рядом, все становится горячее. Однажды ночью небо над городом почернело. Из космоса прилетел гигантский ледяной дракон — генерал Сардун. Он хотел заморозить весь Нео-Багистан. Все должно стать холодным и безвкусным. Жители города испугались. Роботы перестали работать. Деревья покрылись льдом. Морковь 3000 первым бросился в бой в одиночку. Он помчался вперед на огромной скорости, но поскользнулся на льду. Ой, моя система колес. Лук-хан создал умную программу, но холод генерала Сардуна заморозил его микросхемы. Ой! О нет! Мои формулы! Перец Икс выпустил мощное пламя, но его силы оказалось недостаточно. Нет! Тогда они поняли: победить можно только вместе. Лук-хан разработал гениальный план. Морковь 3000 со скоростью молнии запустил городской генератор, а Перец Икс превратил всю свою силу в супербыстрое пламя. Внезапно огромное сияние осветило небо. Генерал Сардун растаял и превратился в огромный арбузный пломбир. Дети со смехом съели мороженое, и город был спасен. С того дня Морковь 3000, Лук-хан и Перец Икс стали официальными защитниками Нео. Страна садов. И каждый раз, когда появлялась новая опасность, жители знали: когда овощи объединяются, мир спасен.